Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня актуальная тема, называется «Почему Бог не выражался яснее?». Этот вопрос периодически мне задают в социальных сетях. То есть почему Христос не мог более доступно объяснить, что все поняли, все могли уверовать, или почему, например, он такими сложными притчами рассказывает, почему с помощью притч доносит до нас, или почему Бог вот не может прямо сейчас прийти, вот сидеть здесь среди нас, сказать: вот я пришел, видите меня, так, и уверуйте в меня. Вот, да, или Бог, может быть, должен был каким-то чудом создать видеокамеру тогда, снять вот весь этот процесс распятия, смерти, воскресения Христа, потом кассету спрятали где-то в пещере, потом через 2000 лет нашли археологи эту кассету, потом поставили, посмотрели и уверовали. Ну, то есть желания иногда бывают очень фантастическими. На самом деле, вот эти вопросы и то, что я сказал выше, периодически озвучиваются, как ни странно. Ну, может, для нас, для верующих людей странно, но вот для людей, которые еще не пришли к вере или сомневаются, они, может быть, и очень актуальные вопросы. Это понятное дело. Поэтому вот мы сегодня и будем об этом говорить. Потому что многие люди, да, читая, начинают не понимать, или когда читаешь о событиях, которые произошли 2000 лет назад, конечно, порой бывает трудно им верить. Ну, об этом я говорил в одной из моих лекций о достоверности библейских текстов, библейских документов. Мы еще к этому вернемся, но сегодня как раз будем говорить о вере. Например, почему некоторые люди могут верить, а у некоторых не получается. Кто-то хочет верить, а кто-то, наоборот, не хочет верить и постоянно придумывает разные причины, чтобы не уверовать. Так что это, кстати, то есть не новое явление, это было всегда. Помните, как фарисеи, книжники искусили Христа, кто говорили: ну, покажи нам какое-то знамение или какое-то чудо, и мы тебе поверим. Да, он показывал, а говорили: а нет, это ты от дьявола делаешь, да. Например, хотя он показывал, что он это делает Божьей силой. Вот, и все равно не верили. Потом на кресте сказали: пусть сейчас Христа спустится, и мы поверим. Многих спас, а сам себя не может спасать. Да. А когда он, наконец, воскрес, и все видели и убедились, что он воскрес, еще и придумали, что ученики украли тело, пока легионеры или пока охрана спала. Хотя мы знаем, что за кражу тела, также за то, что охрана может спать возле охраняемого объекта, это все каралось смертью. Вот. Но мы знаем, что апостолов никто не поймал, не казнил, также охрану никто не трогал. Так что это было известным фактом. Поэтому и апостол Павел, когда разговаривает с Фестом и Агриппой, когда он оправдывается в Деянии апостолов, он говорит, что я же знаю, что обо всем известно. То есть вы знаете обо всем, о чем я разговариваю, потому что не в каком-нибудь глухом углу это случилось, а это, то есть, факты, об этом знают все. Поэтому в Иерусалиме тысячи и тысячи людей начали принимать христианство, потому что они видели воскресение Христа. Вот. Но часть людей все равно уверовал, а часть людей, даже увидев воскресение Христа, увидев факт воскресения Христа, продолжали сопротивляться. Поэтому дело не в доказательствах, а дело в сердце человека. То есть твое сердце ли сопротивляется, не хочет принимать вот эту истину, или наоборот, твое сердце ищет истину. А если ищет, то истина рано или поздно, то есть Бог рано или поздно такому человеку откроется. Вот в чем дело. То есть проблема не в Боге, который не так объясняет, или не так открывается, или недостаточно фактов приводит, да? А проблема в сердце человека. То есть человек или сопротивляется истине, или не может найти в себе силы, или не очень-то хочет, его этот вопрос не очень волнует. Да? Человек, например, может изучать разные науки, да, иметь очень много знаний, а, например, ни разу не читать Библию. Ну, это ему не нужно, не интересно. Да, поэтому и Христос говорит, что Царство Небесное силой уберется. То есть без усилий ты не можешь
приобрести веру. То есть этот момент тоже существует, этот момент тоже есть в нашей жизни. Итак, Бог для того, чтобы люди уверовали, дает определенную информацию. То есть Бог открывается людям. Бог открывается людям для того, чтобы люди уверовали. И открывается прежде всего через Писание. Как говорит апостол Павел, вера от слышания, да, то есть вера от информации, если перевести на современный язык. То есть без информации нет веры, потому что если ты хочешь что-то или в кого-то уверовать, да, ты должен иметь определенную информацию, а потом уже ты берешь и рассуждаешь, все-таки принимать эту информацию или не принимать. Вот. Бог поэтому и через информацию открывается нам. И как раз одна из главных претензий – это почему информации не так много, да, или почему Бог прямо сейчас не может вот прийти лично ко мне и говорить со мной и сказать, что Он есть Бог. Ну вот Моисей уже явился Бог, почему ко мне тоже не приходит? Я думаю, что не каждый захотел бы, на самом деле, если действительно так случилось, что Бог действительно явился ему, это было бы не самое приятное зрелище для него. Ну, допустим, если так, все-таки почему Бог не является каждому человеку, физически имеется в виду. Например, верующий человек присутствие Бога постоянно чувствует в своей жизни, постоянно чувствует, что Бог рядом с ним, ему не нужны уже физические какие-то предметы, или кто физическими глазами видел, потому что духовными глазами, духовными возможностями он этого Бога видит постоянно. А человек, вот, который далек от веры, конечно, ему нужны постоянно физические какие-то доказательства. Но так получилось после грехопадения, что визуальный контакт между Богом и человеком прекратился. Поэтому и Бог дает нам веру. Поэтому и Бог дает нам веру. То есть дает информацию, доверяя которой можно уверовать Богу. Потому что вера – это разумное доверие человека Богу. То есть когда ты доверяешь. Потому что, почему вера дается? Потому что раз нету физического такого контакта повседневного, да, то остается акт веры. Вот когда уже после второго пришествия уже веры не нужно будет. Например, ангелы не верят в Богу, святые не верят. Почему? Потому что они уже постоянно с Богом. То есть надо было сделать усилия, да, и уверовать в того, кого не видишь. Поэтому и Павел говорит, что вера, уверенность в невидимом, да, и осуществление ожидаемого. Вот. Соответственно, сейчас вот эта вера нужна. И для этого Бог нам дает определенную информацию. Более того, Бог говорит, что то, что я даю вам, это достаточно, что вы уверовали в меня, если вы хотите верить. Если вы меня ищете действительно, если вы действительно от чистого сердца ищете меня, то этого то, что я вам дал, этого достаточно. О чем и говорит, например, апостол Иоанн, да, что много сотворил Иисус перед учениками своими других чудес, о которых не написано в этой книге, да. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Четко написано, что то, что написано, этого хватит. Поэтому если люди говорят, что этого не хватит, да, значит, они считают, что они, наверное, больше знают, чем Бог сам или апостол, ладно, если так сказать, если так будем принимать. Но апостол говорит, что то, что Иисус сотворил, этого хватит, потому что много чего еще, вообще-то, много знамений давал Христос, много чего Он сотворил, но если бы писать об этом подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. То есть Иоанн говорит, что вообще-то знамений, чудес и изречений Христа, их очень много. Их очень много, предостаточно. То есть все книги не хватили бы, чтобы этого написать. Да? Но вот эта часть, то есть 4 Евангелия, вот послания и все такое, вот это выбрано для того, чтобы вы уверовали. То есть если вы хотите найти Бога, этого более чем достаточно. А если вы не хотите, даже если вот эти все книги были переполнены информацией о Иисусе, все равно не верили бы. И поэтому Христос, зная, конечно, заранее об этом,
он вообще-то очень много раз говорит об этом, о проблеме веры и неверия. Да, он и рассказывает притчу о Лазаре. Как раз здесь он намекает на другого Лазаря, которого он воскресит, и люди увидят, что он воскресил этого Лазаря. Вот как раз это, наверное, вот завтра будет вербное воскресенье. Это же было перед вербным воскресеньем, то есть перед входом Господа в Иерусалим. Вот он вчера или сегодня вот это все творил, можно сказать, да. И это было наглядное подтверждение божественности Христа. Почему? Потому что других умерших воскресили и пророки тоже, да, Илья там и так далее. То есть другие пророки тоже воскресили, Елисей, но в чем разница? В чем разница воскресением Лазаря, да, или другими вот людьми, которых Христос воскресил, да, девочку воскресил, юношу из Наина воскресил, потому что Лазарь умер уже 4 дня, был в могиле. А по иудейским поверьям, если человек умирает, то до 3 дней можно воскресить человека, то есть может возвращаться душа человека в его тело, но через 3 дня душа уходит уже в Шеол, то есть в ад, потусторонний мир, и оттуда вызволить душу в тело может только Господь Бог, только Бог это может делать. Раз. Более того, если тело уже тленное, да, а сестра же говорит, Господи, он уже смердит, типа, не надо открывать могилу. Вот. Более того, с тленности вернуть нетленность тела, оживить тело тоже, это тоже может делать только Бог. То есть ни один пророк, ни один человек, ни один чародей, ни один маг такими вещами управлять не может. Поэтому и многие иудеи, увидев, что Христос воскресил Лазаря, уверовали в его. А другие пошли и рассказывали первосвященникам, фарисеям Иерусалима, что вот видите, такие вещи происходили. И тогда они что сделали? Вместо того, чтобы уверовать, уже окончательно решили убить Христа. То есть реакция была совсем другая. И, соответственно, дело не в чудесах, дело не в знамениях, дело не в воскресении людей, как многие говорят, вот прямо сейчас пусть кого-нибудь воскресят, и мы будем верить. Ну, пожалуйста, воскресили, верили, нет, наоборот, решили убить. Да, еще и придумали очень коварное оправдание, такое подлое, можно сказать, что мы это сделаем во благо народа, потому что если мы так оставим, все уверуют в Христа, а римляне придут и перебьют нас. Хотя через 40 лет они то же самое сделали, и римляне их перебили как раз. Вот. Так что дело не в знамениях, дело не в чудесах, дело не в физическом зрении. Да, об этом и говорит как раз притча богача о Лазаре, что некий человек, да, жил такой разгульной жизнью, беззаботной, каждый день пиршествовал, а возле его дома вот один человек, весь покрытый ранами, да, которые лизали собаки, то есть даже никто из людей, никому даже в голову не пришло хотя бы корочку хлеба дать, да, то есть только единственные помощники этого человека были псы. То есть вот день за днем, год за годом, каждый день пир, каждый день там веселье, эти люди приходят, выходят, каждый день видят его, и никому в голову не пришло из них хотя бы чем-нибудь помочь этому человеку, хотя бы кусочек хлеба давать. Прежде всего, тот же самый богач, который со своими братьями пиршествовал. Да? Ну, в принципе, люди не бессмертные, все стареют, умирают. Лазарь умер и пошел к Аврааму, то есть лона Авраамова. До воскресения Христа все ушли, все души усопших шли в Шеол, то есть в ад, но там были разные разделы, то есть были места утешения для праведников, вот это и есть лона Авраамова, да, и были места для мучения, это уже для грешников. Но тут Христос открывает еще одну деталь, которые были незнакомы иудеи, или не принимали, или вообще так не считали. Они это для иудеев было шоком, потому что иудеи верили, что любой иудей после смерти пойдет в лоно Авраамова. Главное, что он обрезан и видит единого Бога,
грешник или праведник, они все пойдут, то есть в покой. Да? А Христос тут говорит совсем другое. Приводит в шоки людей, когда говорит, что вот богач умер и попал в ад и начал мучиться. Вот в чем дело. Ну, еще одно поверье иудейское Иисус тоже разрушает, потому что иудеи считали, что тот, кто богат, значит, он благословен Богом. Это очень часто. Кстати, до сих пор многие неопротестантские направления так считают, что бедность – это грех, а богатство – это благословение. То есть, если человек богат, значит, он или его предки такие там делали добрые дела, что Бог его благословил богатством. А если человек беден, ну, значит, он где-то провинился. Может, не знаем где, но вот он чем-то виновен, или его предки чем-то виновны, поэтому и Бог его не благословляет, поэтому он вот такой бедный. Вот это прошло в неопротестантизме из иудаизма. Вот, а Христос говорит, что нет. Во-первых, не все иудеи пойдут в лоно Авраамова, это раз, а только праведные. А во-вторых, богатство – это не благословение, а, можно сказать, даже, скорее всего, наказание. Поэтому он и говорит, легче верблюду через игольное ушко пройти, чем богатому войти в Царство Небесное. То есть все, что говорит Христос, это просто разрушал все представления, как о потусторонней жизни, так и этой жизни, земной жизни у иудеев. Вот в чем была особенность проповеди деятельности Христа. Итак, богач, мучаясь, видит, что Лазарь, как неудивительно, да, Лазарь возле Авраама, да, а он там мучается. Хотя он ожидал совсем другого. Он-то знал, что рано или поздно умрет, да, но он раз богат, говорит, и здесь буду наслаждаться жизнью, а там буду возле Авраама отдыхать. А тут он получается, что попал в адское мучение. А Авраама, которого даже, наверное, за человека не считали, потому что он беден, соответственно, проклят Богом, да, а он вот наоборот, он там отдыхает. Поэтому Авраам и сказал, что я ничем помочь тебе больше не могу. То есть он просил, чтобы Лазарь там намочил палец и как-то помог ему утолить жажду, потому что он мучается там. Да. Ну тогда он говорит, у меня есть 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения, потому что они живут такой же жизнью, как и он. Да, Авраам говорит, что у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. А на что и он говорит, нет, отче говорит, если вот кто-нибудь воскреснет и пойдет к ним, вот они уже послушают. Авраам говорит, если Моисей и пророков не слушают, то даже если Лазарь сейчас воскреснет и пойдет к ним, то тем более то они слушать также не будут. То есть это намек на воскресение Лазаря, потому что Лазарь воскрес, пошел к ним, и, кстати, они решили еще и Лазаря убить, между прочим, потому что многие иудеи, увидев Лазаря, начали верить в Христа, потому что видели своими глазами, как Лазарь умер и был похоронен. Поэтому Лазаря по преданию спрятали в острове Кипр, он 12 лет жил там. Так что это наглядная притча, которая говорит о том, что если у человека есть вера, то есть если человек хочет приобрести веру, хочет познать Господа, то предостаточной информации для этого. А если человек не хочет, ну, тогда он будет разные причины отмазки придумывать. И другие говорят, а почему Христос говорил притчами? Ну, это еще одна проблема. У меня есть отдельное видео, почему Иисус говорил притчами. Я потом ссылку скину в общую группу, можно смотреть. И этот вопрос даже там задавали, когда он разговаривал, да, и ученики говорили, почему ты разговариваешь притчами. Есть несколько причин. Во-первых, это восточный способ донести информацию нагляднее, чтобы эта информация в человеке, который слушает, впечатлилась. Да. Вот если я, например, буду читать сейчас научную лекцию вам там всякими терминами и такими словами, или я буду рассказывать эту информацию, довести с помощью какой-то притчи. Ну, я думаю, что вот информация через притчу больше вас будет впечатлиться, чем если я буду какую-то сухую лекцию читать.
То есть это форма донесения информации и очень эффективная форма. Да? С другой стороны, притча сама раскрывает сердце человека, то есть показывает, что сидит в сердце человека. То есть если человек сердце расположено к Богу, тогда он может понимать смысл притчи, если есть такое духовное чутье. А если нет, ну тогда и он и ничего и не поймет. Поэтому и Христос говорит: ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Тому говорим притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Да. И приводит как раз уже слова пророка Исаии, что они специально закрывают свои уши, чтобы не слышать и не спастись. Ибо огрубело сердце людей сих, с ушами трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть все сказано достаточно просто и доступно. На самом деле эти притчи, которые он рассказывает, те, которые хотели понимать, они понимали. Кстати, первосвященники и фарисеи тоже понимали притчи. Например, когда он рассказывал притчу о виноградарях, которые убили сына хозяина, они сразу поняли, сказали: да не будет, потому что поняли, что про них говорит, то есть их убьют, их накажут за то, что они распнут Христа, да, и уже хотели его поймать опять, потому что поняли намек, но испугались народа. И, в принципе, так и случилось. После того, как в 70-м году Иерусалим был взят римлянами и был разрушен. Соответственно, притча – это такая форма информации, которая, если кто хочет понять смысл, для него это доступно, а если кто не хочет понять, тогда действительно для него недоступно, а может быть абсурдно, может быть какая-то небылица для человека, например, притча Христа, вот, и, например, про вот разные притчи, которые он рассказывает, как про невод, как про горчичное дерево и все такое. Но если человек со стороны, он скажет какие-то непонятные вещи, да. А вот человек, который все-таки имеет духовное такое чутье, то сердце расположено к Богу, то он может понимать, что хочет говорить эта притча. И тут опять Матфей приводит слова пророка, что да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои и секу сокровенное от создания мира. То есть тайное от создания мира через притчи Христос открыл слушающим себя. Очень интересные слова. Кстати, есть такая книга, рекомендую читать, так и называется. Вещи, сокрытые от создания мира. Соответственно, вера – это доверие Богу, потому что Бог хочет иметь с нами близкие отношения. Он же наш Отец, Он хочет общаться с нами, как любой отец хочет с своими сыновьями общаться. А для этого надо, чтобы вот эти два существа доверяли друг другу, потому что без доверия не могут быть отношения. Это, как я сказал ранее, невозможно, чтобы супружеская пара жила нормально, спокойно, семейной жизнью, когда они друг другу не доверяют и тайком проверяют каждый день, кто какие в социальных сетях, какие сообщения написал, с кем общался, читают свои смс-ки тайно, да, и считаются такой оригинальной супружеской парой. Не бывает, значит, они друг другу не доверяют. И у них будет конфликт, они друг друга не понимают. И взаимоотношения в таком случае невозможны. Потому что если люди дружат друг с другом, то без доверия, без веры друг в друга вот этих отношений быть не могут. Поэтому многие говорят: ну я же такой хороший, я закон не нарушаю, никого не убиваю, не граблю. Обязательно ли верить в Бога? Оказывается, обязательно. Поэтому апостол Павел говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Потому что если ты Богу не доверяешь, как можешь ты потом, например, после воскресения Богом жить? Ты же его никогда не доверял. И вообще считал, что, может быть, его и нету. Да? Соответственно, без доверия Богу строить отношения невозможно. Поэтому недоверчивые люди, конечно, они постоянно мучаются, постоянно сомневаются.
постоянно проверяют, закрыли ли кран или выключили ли утюг, хотя это все даже из бытовых этих вещей, я заметил, начинается это. Несколько раз проверяют, потом выходят из дома. Вот. Поэтому апостол Павел говорит, что вера же – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, понятное дело. То есть мы знаем, мы не видим Бога, и Бога не видим, но и уверены, что Бог есть, Он присутствует в нашей жизни, Он всегда рядом с нами, Он никогда нас не покидает. Это мы можем про Него забыть, мы можем Его покинуть, мы можем роптать против Него, протестовать, да, но Бог нас всегда доверяет. Это Бог нам доверяет, мы Его не доверяем периодически. Конечно, бывает так, что вера просто сам по себе человеку дается. Как говорил Блез Паскаль, веру можно приобрести тремя способами. Либо с помощью разума, либо обычая, либо откровения. Что такое обычай? Ну, человек был маленький, родители его верующие, с детских лет его взяли в церковь, его воспитали, то есть именно в духе христианской веры. И это он впитывал уже с детства. Поэтому надо всегда с детьми работать, именно детям дать вот эти зернышки веры именно как раз с самого раннего возраста. Как они могут вот эту информацию усвоить, вот тогда и надо дать. Тогда эти люди уже по обычаю, то есть по привычке они будут верующими, потому что с детских лет им сказали, что Бог есть, да, они были в церкви, они знают такие основные вещи, которые сейчас очень много взрослых людей не знают. Да, я, например, общаюсь там с верующими семьями и с детьми, вот эти дети уже много чего знают. А если люди неверующие, например, они будут и своих детей так воспитывать, да, вот, тогда человек может с помощью разума, например, мои родители в церковь не ходили, тогда и, может быть, многие из вас родились в коммунистическое безбожное время, тогда в церковь ходить было запрещено, я помню. Следили за теми, которые ходят в церковь, если они были членами партии, их исключили оттуда или вызвали, даже если не обязательно партийные, вызвали там на собрании и начали читать длинные лекции о предрассудках вот, религиозных. Поэтому человек может разумом искать. То есть любой человек имеет вообще-то потребность или но если он этого понимает, осознает, начинает искать Бога, может найти его с помощью разума. Да? Или Бог сам открывается человеку. Вот, например, блаженный Августин Бога не искал. Бог вдруг открылся. Вот, ни с того, ни с чего. Ну, Павлу тоже внезапно открылся, хотя он гонял Иисуса, но Иисус открылся. Но Павел другой, он был ревностным фарисеем, он Бога искал. То есть он был верующим человеком. Так что разными способами Бог открывается человеку. Кого-то через воспитание, то есть или обычай, кого-то через воспитание, кого-то через разум, кого-то через поиски, кого-то через откровение. То есть Бог сам решил открыться человеку. Но все это через информацию, по-любому. Каждый человек получает информацию. Без информации нет веры. То есть если не будешь проповедовать Слово Божие, откуда люди вдруг станут верующими? Бог же не всем вот прямо так идет, открывается, да, как Августину. Это очень-очень большая редкость, что Бог прямиком вмешивается. Потому что Бог знает, кому что как. Поэтому оставил нас, что мы дали информацию. Соответственно, чтобы иметь отношение с Богом, надо иметь веру. Конечно, в конце концов и вера пройдет, и надежда, останется только любовь. Это уже после воскресения, когда мы будем с Богом. Но пока этого не произошло, нужна вера. Потому что без веры и любви надежды не может быть. Потому что если ты в Бога не веришь, как ты можешь его любить, если ты считаешь, что Бога не существует, например. Да. Также вера приводит и к смирению, потому что верующий человек доверяет Богу и смиренно принимает все удары жизни, которые случаются, как, например, история Иова. Да.
который сказал, а как же не только хорошее можем получить от Бога, а если что-то плохое, тогда должны Бога проклинать, когда жена сказала, что проклинай Бога и умри. Для этого нужны усилия. Люди, которые мне задают эти вопросы часто, вот они такие целеустремленные, но не могут себе заставить даже читать Новый Завет. Никогда не будут что-нибудь духовное читать или в чем-нибудь духовном углубляться, потому что считают, что пустой затратой времени, им лучше бы, например, там бизнесом заниматься или где-то как-то развлекаться. Без усилий невозможно Царство Небесное приобрести. То есть все не так просто. Но мне могут сейчас тебе сказать хорошо, а вот как быть с теми людьми, которые потеряли близких людей, у которых тяжелое заболевание или родные тяжело болеют и все такое. Я это все понимаю, конечно, потому что в мире могут быть все, что угодно, с нами тоже, к сожалению, может быть все, что угодно. Да? Никто не застрахован. На то и Христос говорит, что в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. То есть я победил мир, и этим я вам даю надежду, что вы тоже можете бороться и победить. И надежду, и уверенность, веру. Да? Вот. Также он говорит, что из-за приумножения скорбей у многих будет охладевать любовь. То есть это уже те люди, которые приобрели веру, но из-за разных причин охладели в вере, потому что у кого-то скорби, у кого-то болезни, у кого-то трудности в жизни, много чего может быть. Бог заранее предупреждает, что это не должно стать причиной, что вы охладели в вере ко мне. Надо терпением все это переносить, не потерять веру. И тогда Бог также даст силы преодолеть все это. Поэтому и говорит, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это очень сильные слова, конечно. Эти слова тысячи лет вдохновляли, утешали верующих людей, и, в принципе, они и сейчас тоже актуальны, потому что тоже мы живем сейчас не такое спокойное время, а мир кипит, бурлит, и непонятно, что произойдет завтра. Ну, Бог иногда и идет на крайние меры, когда уж слишком хотят, чтобы Бог показал себя. У меня это с моими пациентами часто происходит, которые приходят, постоянно начинают роптать. Вот. А когда были здоровы, роптали против Бога, потом одно заболевание, второе заболевание, третье, все, ропчут, и вот Бог говорит, ну я пытаюсь вас образумить, а у вас это не получается. И на то и Бог говорит, что ходите тесными вратами, потому что широкие врата и простанен путь, ведущий к погибели. И многие идут ими, а как раз по тесным вратам немногие идут. То есть это предыдущим, то есть усилиям относится. О вере много писал Паскаль. Паскаль знают как математика, выдающаяся физика, но мало кто знает, что он был также очень хорошим апологетом и очень верующим человеком. И он в конце жизни уже оставил. Он постоянно болел, кстати. Он ужасно болел, жил очень недолго, хотя его изобретения до сих пор, между прочим, актуальны. Он первым, который создал, например, помимо своих научных открытий, также общественное, например, создал общественный транспорт. Он много-много сделал реформ в городе, например, в Париже, во Франции, для того, чтобы облегчать жизнь людей. Он все свое имущество раздал больным. Он даже требовал, что королевские врачи также лечили простых больных, как лечат, например, кардинала и короля, на что правительство отказало, конечно, ему. То есть Паскаль, конечно, был уникальным человеком. Ну вот мы в школе проходили Паскаля, да, все говорили о его открытиях, все говорили, что он выдающийся математик и физик, но никто не говорил, что он апологет христианства вообще-то, прежде всего. И он себе таким считал. Поэтому я говорю, что верующий человек, жертвуя некоторой частью земных благ, надеется приобрести вечность. То есть, поставив на кон конечную сумму, получает шанс на бесконечный выигрыш. А атеист, хотя и оставляет себе то, что жертвует верующий, имеет нулевой шанс на то, чтобы выиграть вечность. С точки зрения теории игр, тактика атеиста бессмысленна. Но он хотел по-мирскому как бы спорить с атеистами,
Тогда же голову подняли так называемые просветительские, так называемые, в кавычках, идеи, потом уже там пошли уже Вольтер, там Руссо, Дидро, но тогда тоже были споры, потому что католическая церковь во многом себя опорочила. Но Паскаль говорил, что вне зависимости ни от чего веру в Христа потерять нельзя. И из-за пороков внутри церкви стать атеистом – это просто глупо. Тоже каждый сам за себя будет отвечать перед Богом.